Так, Бахрет Саматхович, есть у вас вопросы? Нет вопросов, нет. Самат Штубекович. Вопрос. Уважаемые коллеги, да, пожалуйста, Миргуль. Говорите, все-таки здесь проблема в правоприменении в самой статье оспариваемой, в частях статьи, оспариваемой статьи, нет никаких проблем, да? Как вы думаете, в связи с чем правоприменение, причем в большинстве, да, из них такие вот проблемы возникают? Что это недостаточность понимания судей, что есть преюдиция, какие проговора имеют статус преюдициальности этих судебных актов. В чем проблема? Если вообще нужно ли вообще, или это должно быть через постановление пленума, или это должно быть какие-то коррективы в другой статье? Нет, я имею в виду, я слышал, я понял ваш вопрос, что мне кажется, конечно, эти вопросы, во-первых, возникают, ну, их поднимают защитники с точки зрения, когда делят дело, вот Сакибаева дело, помните тоже, она говорила, что вину не признает, а тот налоговик сразу признал. Да, это вопросы, честно, ну, это связано, конечно, квалификацией судей. Есть, которые хорошо понимают эту проблему, есть судьи, которые не так хорошо. В части пленума это, ну, пленум всегда должен работать над совершенствованием судебной практики и постоянно выносить, и возможно, и пленум, решение пленума нужно по преюдициональности приговоров, решений судов. Поэтому вот эти вопросы, конечно, возникают в связи с тем, что когда ввели институты соглашения о признании вины, институт сотрудничества, особенно институт сотрудничества, когда был введен, многие люди не хотят связываться, и, возможно, кто-то даже если в нормальном судебном процессе мог быть бы оправдан, но он не хочет этим возиться, ходить месяцами в суд, боясь возможного плохого последствия для него. Даже человек, которого должны были бы оправдать, он говорит: ой, давайте я. И вот вообще этот вопрос начал именно с 1 января 2019, когда вот эти соглашения заработали, когда кто-то, может, пошел на оговор кого-то, лишь бы, чтобы меня не трогайте. Поэтому, мне кажется, вот эта проблема поднялась вот с 1 января 2019 года. Да, вот эти соглашения, когда приговоры стали постановляться, ну, сделка появилась, да, поэтому, вот мне кажется, здесь, но это связано, но и здесь мы не видим проблемы противоречия Конституции, вопрос оценки и квалификации судей. Я только вот это разрешил. Если у других нет вопросов, у меня есть вопрос. Да, давайте отойдем от тех событий, которые становятся, потому что тем самым мы не досказываем, да, тех, скажем, вещей, которые обязаны сейчас проговорить. Да? Конкретно оспаривается норма, которая содержит в себе принцип, что судебные акты имеют преюдициальную силу. Имеется в виду для каких-то других, в том числе, других судебных разбирательств и для других судебных актов по тем обстоятельствам, которые уже установлены. От этого, в общем-то, где, в общем-то, ставится в основу именно авторитет суда, который разрешает социальные или какие-то иные конфликты. И вот в этом смысле, как исходя из вашего выступления, получается, что сомнений нет. Судебные акты должны иметь преюдициальную силу. В то же время вы говорите, что после возникновения этих соглашений возникают какие-то проблемы, как вы сказали, судебной практики. Это не проблема судебной практики, это проблема правового регулирования. Так? И вот в этой связи, пожалуйста, выскажите конкретную свою позицию, да, относительно преюдициальности судебных актов, которые включают в себя все материалы, которые вообще лежат в основе этого судебного акта, которые основаны на соглашениях.
раньше было два вида, да, соглашений. Мгм. Ну, сейчас один вид, по-моему, остался. Ну, имеется в виду вот это. Я считаю, что вопрос преюдициональности приговора, он не Хорошо. противоречит. Нет, вот давайте так. ага. С- Все виды судебных актов или что? Давайте я прошу всех последующих выступающих, да, оторваться немного от темы разговора, да, и конкретно отвечать на вот эти, как бы, именно вот эти основные правовые, да, правовые аргументы, которые звучат здесь. Хорошо? Да. То есть я из вашего вопроса понимаю, сила приговора, которая Нет, вышла сперва из соглашения. ставится вопрос, нет, сперва ставится вопрос вообще о преюдициальности, да? Мгм. Норма преюдициальности. Мы говорим, она не противоречит. Да. Да. Вы говорите это. То, что другие суды, те обстоятельства, которые установлены судебными актами другими совершенно, по другим, возможно, каким-то делам, то, что они могут его использовать как уже подтвержденно, не требующих какого-то дополнительного исследования, дополнительного доказательства, вот это и есть, да, преюдиц. То есть преюдициальность, вот как вы сказали, не противоречит. Да. То есть этот принцип правовой, который используется в нашей практике, она не противоречит. Дальше вы говорили об этих соглашениях. Да, я вас слушаю теперь. И вопросы, если стоит, что сила приговора, который, скажем, вынесен в рамках соглашения, и приговор, который в рамках полноценного, если их сравнивать, то, конечно, преюдициональная сила у них разная. Хотя, получается, по принципу, они должны быть одинаково восприниматься всеми. Но я думаю, что преюдиция, приговор, когда с точки зрения преюдициональности рассматриваешь, он не должен предрешать виновность других лиц. Вот моя вот такая позиция, да, потому что, да, вынесены обстоятельства, устанавливается что-то, но виновность другого лица, который касается этого дела, должна устанавливаться отдельным приговором с отдельной оценкой доказательств. Ну, то есть индивидуальный подход должен быть, да, в правосудии. Понятно. Ваша позиция понятна. Присаживайтесь.